В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Актуальное интервью». Меняется ли ситуация с распространением наркотиков в республике? Кто входит в группу риска и какие меры самые эффективные в решении этой проблемы? Эти вопросы мы сегодня зададим гостю студии, заместителю начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике и полковнику полиции Владимиру Черкашину. Владимир Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы выделили время ответить на наши вопросы. Как вы оцениваете ситуацию по распространению наркотиков сегодня в республике? Какие тенденции наблюдаются за последнее время? В настоящий момент ситуация в республике оценивается как удовлетворительная, достаточно благоприятная. Значит, на учете в наркологии состоит чуть более 2000 наркопотребителей, что почти на 30% меньше, чем по Российской Федерации, и почти на 60% меньше, чем по Дальнему Востоку. Поэтому ситуация достаточно стабильная. Значит, у нас в республике в основном распространены наркотики каннабисного происхождения, там марихуана, гашиш, гашишное масло. Но в последнее время, начиная с 2010 года, как и по всей стране, распространение стали получать синтетические наркотики, которые изготавливаются за рубежом и различными путями доставляются к нам в республику. Значит, для того, чтобы подорвать сырьевую базу здесь, в республике, значит, ежегодно проводится операция МАК. Допустим, в 2018 году было уничтожено больше 16 тонн наркосодержащих растений. Было выявлено более 100 очагов по всей республике. Значит, изъятие наркотиков у нас происходит в 16 регионах республики. Естественно, больше самый вал приходится на город Якутск, Нерюнгри, Алдан, Ленск и Мирный. Там, где большое количество населения, соответственно, там получает распространение наркотики. А из каких стран или даже городов России поступление идет? Для примера я вам приведу, что в прошлом году мы задержали организованную преступную группу, которая поставляла на территорию республики наркотики из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Ханты-Мансийского автономного округа. Да, и они же еще и действовали там. Значит, из незаконного оборота было изъято 5,5 килограмм гашиша, 750 грамм гашишного масла и 5 грамм кокаина. А есть ли успехи по борьбе именно с организованной преступностью? Вы перечислили цифры, что на 30% в сравнении со страной у нас показатели лучше, а именно по организованной преступности как обстоят дела? Значит, в 2018 году к уголовной ответственности были привлечены 70 человек, занимавшихся сбытом наркотиков в составе группы лиц по предварительному сговору. И 31 человек, которые занимались сбытом лиц в составе организованной преступной группы. Все были они задержаны, и дела в отношении них были направлены в суд. Задокументировано более 70 преступлений, совершенных данными лицами. Так вот, допустим, тоже я могу привести пример, что в декабре в суд направлено уголовное дело в отношении членов организованного преступного сообщества, которые прибыли к нам из Бурятии и здесь организовали сбыт наркотических веществ. Значит, в ходе командировки из Москвы был привезен организатор до поставок наркотиков в Республику Саха-Якутия, гражданин Республики Украина. В городе Якутске было ликвидировано 2 подпольных нарколаборатории, в которые данные граждане изготавливали наркотики синтетического происхождения. Были задержаны, соответственно, закладчики, не говоря уже о простых потребителей. Значит, уголовное дело сейчас рассматривается в Верховном суде. А как вы считаете, уголовное наказание по подобным преступлениям достаточно ли жестко наказывает преступников? Да, 40 за сбыт наркотиков начинается от 10 лет, плюс до пожизненного заключения. Вы отметили, что преступные группы прибывают к нам в Якутию из других городов. Чем именно их привлекает именно Якутия? Здесь очень высокие цены на наркотики. Раза в 2-3 больше, чем по другим регионам. Допустим, если сравнивать с ближайшими регионами с Иркутском, то у нас наркотики дороже в 2-3 раза, в зависимости от вида. Соответственно, достаточно у нас все-таки обеспеченное население. Широко распространены средства сотовой связи. В Якутии широко пользуются различными мессенджерами, что позволяет преступным группам сбывать наркотики через сеть интернет. Кто они, наркодилеры? Безработные, работающие, студенты, может быть? Значит, как показывает практика, в основном это мужчины от 20 до 30 лет,
различной национальности, различного образования. То есть молодежь, получается? Да, но не имеющие постоянного источника дохода. Значит, зачастую они сами употребляют наркотики. Как вот пример могу привести, значит, в прошлом году нами была задержана семейная пара, которая распространяла здесь наркотики путем закладок, при этом использовали 2-летнего ребенка, которого катали в колясочке. Вы наверняка вели разговор с такими людьми, с этими преступниками. Чем они обосновывают свое желание заниматься этим? То есть помимо большого дохода, они же явно понимают о том, что если их задержат, то будет довольно жесткое уголовное наказание. Чем они это мотивируют? Ну, все преступники думают, что их никто никогда не поймает. Но, однако, это далеко не так. Правоохранительные органы республики работают, и жизнь преступной группы здесь, в Якутске и в Якутии, довольно-таки коротка, не больше 3-4 месяцев. Это не может не радовать. Какие районы и города Якутии наиболее подвержены распространению наркотиков, кроме города Якутска, наверное? Ну, как я уже говорил, это Нерюнгри, Алдан, Ленск, ну и Мирный. Значит, в Мирном в прошлом году наблюдалось значительное снижение выявленных наркопреступлений, почти на 30%. Ну, там цифры достаточно небольшие. Ну, динамика положительная. Да, получается. динамика положительная. Угу. Нередко можно услышать разговоры о том, что различные наркосодержащие вещества распространяются чуть ли не в школах. Насколько эти слухи обоснованы? Ну, вот вы правильно сказали, что это слухи. Это слухи, которые периодически распространяются через различные мессенджеры, в основном по WhatsApp. Это весна и осень. Такое у нас происходит, но фактов сбыта наркотиков в школах или в учебных высших образовательных заведениях республики у нас не зафиксировано. Также это очень редкий случай, как и в других регионах. Потому что все равно в каждом учебном заведении есть учителя, воспитатели, родители. Это будет сразу же пресекаться. Угу. Вот, кстати, о профилактической работе. Как проводится такая работа среди молодежи в школах, в образовательных учреждениях, в институтах? Угу. Ну, тут, значит, у нас есть специальное подразделение, которое почти ежедневно проводит лекторские и общеобразовательные мероприятия в школах, в учебных заведениях, в вузах, читают лекции, проводятся различные операции, такие, допустим, как «Дети России 2018», «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которых рассказывается о вреде употребления наркотиков, ну и сдаются, естественно, контактные телефоны правоохранительных органов. То есть молодому поколению объясняют вред наркотиков на конкретных примерах. Да. И как результат, значит, в 2018 году у нас зарегистрирован один случай, когда несовершеннолетний занимался хранением наркотиков. И в 2017 году тоже один случай, когда в Мирнинском районе 2 несовершеннолетних сбывали наркотики. Все. Угу. А в образовательных учреждениях существует такая вещь, как анонимное добровольное тестирование. Да. Насколько охотно проходят его школьники и как к этому относятся родители? Ну, это проходит только с разрешения родителей. Ну, в принципе, положительно. Поэтому вот благодаря вот этим всем мерам у нас и нет детской не то что не наркопреступности, а нет детей наркозависимых, как, допустим, есть в других регионах России. А как вы считаете, дети довольно откровенно отвечают на вопросы, которые указаны в этом тесте? Ну, То есть бывают ли случаи выявления каких-либо выявления или что-то в этом роде именно из тестов? Последние 3 года, как это тестирование введено, у нас ничего такого не зарегистрировано. Угу. То есть к нам никто не обращался по поводу, что вот такое получилось, потому что родители все равно бы начали волноваться и обратились бы в правоохранительные органы. А расскажите людям, ни разу не сталкивающимся, может быть, с наркоманами в жизни, как распознать, что человек употребляет наркотики? Что вы можете посоветовать? Ну, это касается взрослых или детей? Ну, давайте начнем, наверное, с детей, так как это более такой щепетильный вопрос. Самое первое – это изменение поведения. Вот был ребенок один, и тут у него стало, как сказать, изменилось поведение. Стал он апатичным, перестал разговаривать с родителями, стал уединяться в комнате, деньги стал просить непонятно на что. Ну, вот основное такое. А физиологически, бледность кожи, раздражительность, зрачки то суженные, то расширенные.
А вот психологические факторы, в принципе, можно довольно легко спутать с переходным возрастом, который так ярко проявляется там, с 12 до 16 лет. Как вот не навредить ребенку чрезмерным желанием раскрыть вот эти вот наркотическую зависимость? Тут каждый родитель решает это по-разному. Я так думаю, если в семье ребенка любят, уделяют ему внимание, там, проводят с ним время, там, вводят его в какие-то кружки, секции, заставляют заниматься спортом, то проблем в такой семье не будет. А если ребенок бросен на произвол судьбы, и родители ему только дают деньги на завтраки, там, подключили ему интернет и занимайся чем хочешь, тогда, конечно, есть шанс, что ребенок пристрастится к наркотикам. Ну и не только к наркотикам. Табак, алкоголь. На ваш взгляд, какие меры являются самыми эффективными в борьбе с наркотиками? Ну, самое эффективное, на мой взгляд, это неотвратимость наказания. То есть каждое лицо, совершившее преступление, должно быть наказано. И плюс, значит, последние 4 года всех лиц, которые привлечены к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков, по ходатайству органов внутренних дел суды обязывают пройти курс реабилитации и лечения. Соответственно, человек по приговору, по определению суда идет к наркологу, встает на учет и проходит курс ресоциализации и реабилитации. Это тоже как бы дает свои плоды. Владимир Валентинович, спасибо, что выделили время ответить на наши вопросы. Я напомню, что гостем студии сегодня был заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике и полковник полиции Владимир Черкашин. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на нашем телеканале.